А под Ухтой в эти дни идут воздушные тренировки десантников Коми лесопожарного центра. В скором времени их ряды пополнят 89 специалистов со всей республики. Как проходит практическая часть экзамена, узнала Виктория Науменко. Главная сложность при тушении лесного пожара – его труднодоступность. Наземным транспортом к очагу возгорания, как правило, не подъехать, и огнеборцев доставляют по воздуху. При этом подобрать площадку для безопасного приземления зачастую тоже сложно. Именно в таких случаях принимается решение высадить в районе возгорания десантников пожарных. Карабин в правую руку, большой палец на коробочке. Одним пальцем оттянули и сюда зацепили. К счастью, этим новоиспеченным специалистам нет необходимости тушить пожар. Пока спуски лишь тренировочные. Почти все выполняют эту процедуру впервые. Не паниковать в первую очередь. Придерживаться техники безопасности, как объясняли, как учили. Подвесная система, все надежно закреплено, все проверяется трижды. Все, и на спуск. Высадка проходит в отработанном годами порядке. Летчик-наблюдатель подбирает с воздуха пригодную для спуска площадку, над которой зависает вертолет. В данном случае это поле в нескольких километрах от Ухтинского аэропорта. Затем открывается дверца воздушного судна и сбрасывается прочный шнур. По нему с помощью роликового спускового устройства на землю спускаются десантники. Спуски проводят с вертолета Ми-8 с высоты от 10 до 40 метров. Тренировка длится около 4 часов. За это время участники совершают 140 спусков. Четких требований по времени каждому спуску нет. Главное – выполнить все технически верно. Безопасный толчок от борта вертолета, скорость спуска до момента приземления, фиксация корпуса тела и ног. Для правильного спуска важно учесть множество деталей. Накануне все участники прошли теоретическую часть обучения, инструктаж и отработали до автоматизма тренировочные спуски с вышки тренажера. На данный момент это 4-ю группу готовим. Уже получается, вот если сейчас все сложится удачно, мы подготовим 89 человек, специалистов. Лесным пожаром в качестве десантника, пожалуйста, может стать молодой человек, можно сказать, что возрастом не младше 18 лет, обязательно прошедший специальную медицинскую комиссию, медосмотр, сдавшие нормативы по физической подготовке и, соответственно, пройти всю программу обучения теоретического, которая включает в себя 60 часов. Тренировочные спуски – это заключительный этап подготовки парашютистов и десантников пожарных к пожароопасному сезону. Совсем скоро эти специалисты уже встанут на защиту лесов республики и, возможно, будут оказывать помощь в тушении пожаров за ее пределами. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.